Ассаламу алейкум, друзья. Мира всем. Чечен Синдром вновь с вами, друзья. Сегодня хотелось бы вам зачитать дневник одного 22-летнего чеченца. На эту грустную историю я наткнулся в интернете. И везде пишут, что она на реальных событиях. На первой странице дневника написано: если этот дневник кто-нибудь читает, значит меня уже нет в живых. Значит, я не вышел из этого земного ада. Зовут парня Ислам. Все началось с того, что я начал учиться в Новгороде. Я был уже на 3-м курсе. И однажды нам позвонили сообщить, что чеченцы и русские дерутся в общаге. Нужна помощь. И мы с друзьями, обзвонив всех чеченцев и ингушей, вышли. Вспомнив, что мы забыли оружие, я поднялся обратно в квартиру. Это была ошибка, которая полностью перечеркнула мою жизнь. Я, взяв ножи и 2 автомата, принадлежавшие моему брату, вышел. И мы поехали в общагу. Подъехав к общаге, мы в машине распределили оружие. Мне достался автомат. Честно, оружие взяли, чтобы напугать. Пользоваться им не хотели. Драка была во дворе. Людей было мало. И мы побежали. Русских было намного больше. И я не знаю, что на меня нашло, но я стал стрелять в воздух. На меня накинулось несколько человек, и я нечаянно выстрелил, не поняв, что попал в человека. Меня уже не трогали, все говорили, что ты наделал. Я был в шоке, на меня смотрел мой друг, лицо его было странным, и я понял, что выстрелил в него. Я ничего не понимал. Он был весь в крови. Упал на колени. Я подхватил его и не мог поверить. Выстрел попал прямо в область сердца. Драка остановилась. Русские отошли и смотрели на нас. Тогда я даже не понимал, что творится вокруг. Я обнял друга и начал кричать, чтобы подогнали машину. Ее сразу подогнали. Я взял друга на руки и сел в машину. Мы ехали на всей скорости. Мой двоюродный брат за рулем успокаивал меня. Мой друг был у меня на коленях. Он хотел что-то сказать, а я умолял его продержаться. Просил у него прощения. Можете считать меня не мужчиной. Но я плакал. Я боялся, что он умрет. Он что-то говорил очень тихо. Я нагнулся и услышал, что он просит меня прочитать Ясин. Я ему говорил, что он будет жить. Но он просил настойчиво. И я начал читать Ясин. Он улыбался. Я читал Ясин. Вдруг он сильно схватил меня за руку и тихо сказал: «Ты не виноват, ты мой брат, и я прощаю тебя». Но я не мог остановиться. Я читал Ясин, сильно обняв его и не слыша, что мне говорили в машине. Мы уже доезжали до больницы. Я посмотрел на его лицо. Глаза были закрыты. Машина остановилась. Друзья открыли дверь и хотели взять его. Но я не отдал им его, побежал в больницу, так и не дочитав Ясин, о чем жалею по сей день. Его сразу отнесли в операционную. Ко мне подошла милиция. Оказывается, они от общаги ехали за нами. Наши парни стали просить их подождать немного. Наши, судя по всему, дали им денег, и они согласились. Мы ждали. Я ничего не понимал. В ушах был шум. Рядом со мной были мои друзья. Просили не расстраиваться. Но я знал, что уже ничего не вернуть. В голове были мысли. Я убил своего друга. Друга, который подбежал помочь мне. Я убил своего друга. Я убил своего друга. Через 2 часа вышел врач и сказал, что он умер. Ко мне подошли менты, сказав мне: «Мы подождали. Теперь ты знаешь, что с ним». Надели наручники, но я не мог двигаться. Ко мне подошел мой двоюродный брат и, обняв меня, сказал: «Все будет хорошо. Тебе сейчас надо уехать с ними. Я тоже там буду, пока не приедет Басик, мой старший брат». Я был словно робот. Сам не двигался, голова была опущена, на глазах слезы. Я не стеснялся этих слез. Мне на все было уже наплевать. Куда меня вели, не знаю. Можно сказать, меня тащили. Рядом меня держал мой двоюродный брат. Остальные шли за нами. Я попросил дать мне посмотреть на Адама, но меня никто не слушал. Я начал кричать. Этого момента я не помню. Мне рассказывали. Шок был, наверное. Говорят, я начал кричать как ненормальный, пытаясь убежать.
но меня останавливали. И вдруг я отключился, проснулся в машине. На меня смотрела ментовская рожа. Я начал смотреть вокруг, пытаясь найти знакомое лицо. Но никого не было. На секунду мне показалось, что это был сон. Но, увидев мента, я понял, что это правда, и начал спрашивать, где Адам? Где мой двоюродный брат? Меня отвезли в участок. В дневнике были написаны все вопросы, которые ему задавали, но он не отвечал. Поэтому я пропущу это. Я всю ночь не спал. На утро я увидел брата. Этому парню дали 7 лет заключения. Он там писал, что родные искали все способы освободить его, но все безрезультатно. Через 10 пустых страниц он начал писать, каково ему в тюрьме. Начинается так. Уже 2-й год, как я сижу в тюрьме. С первого дня моего заключения я понял, что моя жизнь закончена. Обидно не то, что я в тюрьме, обидно то, за что я тут. Первые дни тюрьмы я не помню. Помню только то, что сильно хотел быть на похоронах Адама. С первого дня было понятно, что тюрьма разделена на группы. Там одна группа, в другой стороне другая, на третьей совсем другая. Я знаю, если сдамся, буду добычей одной из групп. В первые дни я хотел увидеть чеченцев, но тут их не было. Вы, наверное, думаете, что я нормально уже дышал, но нет. Я был как зомби. Я не помню, когда я там в последнее время улыбался. Тюрьма – это такая штука, которая даст тебе понять, что жизнь до тюрьмы – это жизнь, а жизнь в тюрьме – это мучения. Не только физические, но и моральные. На 3-й день я узнал 2 кавказцев. Кабардинец тоже сидел за убийство, а 2-й – грузин, за разбойное нападение. Они стали мне братьями. Тюрьма была разделена на зоны, и в каждой зоне держал крышу зэк со стажем. Тот, который получил пожизненно, и убить человека ему глазом моргнуть. 2-е пожизненно не дашь ведь. На нашей зоне крышевал редкий псих. Вокруг него ползала его братва. Они в основном вступали в конфликты с другими зонами. Так что до нас им дела не было. Я был новенький. Вместе со мной на зону прибыли еще 2 русских парней, один из которых сразу нашел место под крылом авторитетного зэка, а 2-й был замкнут. Звали его Вадим, светленький, худенький. Мы оказались в одной камере. Мне было его очень жаль, потому что было видно, что он боялся. Видя его бессилие, с первых дней его начали подкалывать. Мне повезло. Благодаря годам, в течение которых я ходил на тренировки, я обладал мускулистым телом. Если у тебя есть мускулы плюс хмурый взгляд, нулевое общение и умение дать по морде первому, кто захочет прыгнуть на тебя, тебя уже не трогают. Меня это спасло, но мне и 2 кавказца помогали. Первые дни прошли так. Конечно, были драки. Я пытался показать характер, и уже в мою сторону не смотрели. Расскажу о Вадиме, хоть этот парень и был русским. Мне было жаль его. По его рассказам я узнал, что его посадили за хулиганство. Мать постоянно пила, отчим избивал. Так после школы он ушел из дома и через год попал сюда. Он не говорил, что боится, но я понимал это. Однажды, выходя во двор, я сказал ему, что если кто-то будет ему угрожать, пусть обращается ко мне. Дальше в дневнике написано, как он постоянно вспоминает о своем друге. И после дата. Мы, с Быдром и Аханом, кавказцы, были во дворе. Прошло некоторое время, и мы разошлись по камерам. Зайдя в свою камеру, я обнаружил, что вещи разбросаны на кровати, и в них, свернувшись в клубок под одеялом, лежал Вадим. Я подошел и спросил, что с ним. Его лицо было в крови, и я понял, что кто-то пришел. Но меня убивала мысль, почему он не позвал меня. Ведь я говорил, что помогу. Мой шкафчик тоже был перерыт. Я начал искать этот дневник, но никак не мог найти его. Дневник стал частью меня, частью моих воспоминаний. Я подбежал к Вадиму и спросил, кто приходил, он не отвечал. Я начал кричать, но он сказал, что не знает. От волнения я забился в угол, начал дрожать, и из носа пошла кровь.
Не знаю почему, но в последнее время со мной такое бывает часто. На следующий день в столовой одна тварь при всех начала что-то читать. И я понял, что это мой дневник. Подойдя к нему, я попросил отдать дневник, но слово за словом началась драка. Далее одиночная камера. Подрался. Неделя там. Когда остаешься один, наедине с собой, начинаешь понимать, кто ты на самом деле. Дневник я вернул и остался наедине с ним. Эта неделя была мучительной для меня. Я смотрел в одну точку и вспоминал все, что было в моей жизни. Эти дни мне казались мучительной длиной с смертью. Я начал вспоминать о всех своих грехах, о всех людях, даже о тех, которых я нечаянно толкнул. Я начал вспоминать свою мать. Бедная моя мать, наверное, трудно ей знать, что сын убийца. Написана дата и дальше. Сижу в камере. Вадим уже второй день ни с кем не разговаривает. Он все чаще говорит о смерти. Я попытался рассказать ему о Всевышнем, ведь вера в Аллаха помогает тебе. Дата: сегодня я увижу мать и брата. Я с утра жду этой встречи. Посмотрел в зеркало. Я похож на первоклассника, который ждет маму после уроков. Через страницу. Мама была такой красивой. Она плакала, а я постеснялся заплакать перед старшим братом. Хотя сердце вырывалось, я не мог дотронуться до ее руки. Между нами было стекло. Она говорит, что все хорошо. Меня волнует один вопрос. Прошло почти полгода, а папы давно не было. Наверное, не может признать, что сын убийца. Прошло еще полгода. В тюрьме я обрел врага. Нож в спину мне был обещан, тот, который украл дневник. В один день ко мне заскочили в камеру, избили. Первый удар был в голову, я даже толком видеть не мог. Вчера ночью я видел Адама во сне. Он говорил, что видит райских гурей. О, Аллах, пусть это будет правдой. Я проснулся ночью и никак не мог заснуть. Притом сильно болела перебинтованная голова. Проснувшись, увидел, что вся подушка в крови. Значит, плохо перебинтовали. С утра льет дождь. В камере холодно. В этот день я, как никогда, вспоминал почему-то о матери. Я ее давно не слышал. Попросив телефон, я позвонил матери, но никто не ответил. Позвонил брату. Спрашиваю, где мама? А мама в больнице лежит. Она давно болела. Видно, уже все плохо. Я попросил брата поехать в больницу, и в определенное время я ему позвоню. Я жду вечера. Должен позвонить брату, чтобы услышать голос мамы. Она такая красивая у меня. Знаете, я начал в последнее время мечтать. Я никогда раньше не строил планы на будущее, а сейчас я мечтаю, что выйду из тюрьмы и буду спать на маминых коленях и больше никогда не выйду за пределы Чечни. Потом вдруг вспоминаю об Адаме. Как я посмотрю в глаза миру. Ведь я убийца своего лучшего друга. У меня опять кровь из носа, сказали. Слишком много нервничаю. Вот настал вечер. Звоню. Трубку берет мама. Голосочек слабый. Если бы ты знала, мама, как я тебя люблю. Она, как всегда, говорит, что все будет хорошо. Ты, главное, кушай и не нервничай. Я положил трубку и всю ночь не мог заснуть. Просил у Аллаха то терпение, то спасение, то прощение. Что со мной? Намаз. Вот время, когда я полностью успокаиваюсь, забываю о своих болях, о прошлом. Прошел месяц, началась суровая зима. Холод такой колючий. Тогда ко мне приехал брат. Мы разговаривали. Я спросил, где мама? В ответ, умерла. Сердце не бьется. В глазах туман, в ушах шум. Он говорит, ты, главное, держись. Все по воле Аллаха. Не помню, как я дошел до камеры, сел на кровать. Именно в тот момент заходит этот пес. Я знаю, он пришел драться. Мне все равно. Пускай убивает. Я сижу на кровати. Удар пришелся прямо в челюсть. Но мне не больно. Еще один удар. Мне не больно. Третий удар. Не больно. Слышал, твоя мать подохла. Вот, уже больно. Не контролируя удары, я набрасываюсь на него. Всю камеру разгромили, опять одиночная камера.
Я, похожий на мертвеца, с дневником в 4 стенах. Я начинаю плакать. Я кричу. Я плачу. Знаю, это не по-мужски, но я уже не человек. Из головы не выходят облики. То матери, то Адама, то мать, то Адам. Я бьюсь головой об стенку. Через час успокаиваюсь. Начинаю писать в дневнике, кто я такой. Со стороны я истощен, грязен, весь в крови. Больше нет жизни. Я убийца своего друга. Я плохой сын. Даже не смог проводить свою маму. Я хочу смерти. Я опять думаю, вспоминаю, думаю. Я схожу с ума. Я начал видеть на стене какие-то изображения. Вспомнил себя 19-летним мальчиком, которому одним вечером позвонили и сказали, что драка, нужна помощь. Но что было бы, если бы я не пошел? Прошла неделя. Чуть-чуть прихожу в себя, возвращаюсь в камеру. Хорошая новость. Бадра отпустили. Плохая. Вадима кто-то избил. Сломали нос. Бадр оставил мне коробку, в которой был нож, записка и сигареты. За нож спасибо. За записку спасибо, что попрощался. А сигареты ни к чему. Я не курю. Сигареты Вадиму не нужны. Он тоже завязал. Значит, оставим. И вправду пригодились. У Кабардинцы-Денюха собрались в его камере 5 человек. Я, Вадим, именинник и его сокамерники. Подарок. Сигареты. Говорит, давай лезгинку станцуем. О, Аллах. Я даже не помню, когда в последний раз станцевал. Я вышел, делая движение. Все хлопают. Я закрываю глаза. Открываю. Я в кругу. Друзья хлопают. Адам больше всех подтанцовывает. Среди женщин мама улыбается, хлопает. Я смеюсь. Я счастлив. Я в центре внимания. Я нужен кому-то. Я человек. Я чей-то сын. Я чей-то друг. Голова уже не болит. Я забываю обо всем, будто это был плохой сон. Я даже не знал, что это моя последняя лезгинка. Я кричу больше всех. Я чувствую тепло впервые за 2 года. Там, среди женщин, моя красивая мать. Я чувствую ее взгляд. А мне подтанцовывает мой живой здоровый лучший друг. Я вижу брата. Он стреляет из оружия. Стук. И все оборвалось. Я будто спускаюсь на землю. Меня окружают стены тюрьмы и 4 заключенных, которые хлопают мне. Боль в голове обратно возвращается. Я останавливаюсь, понимая, что это была мечта, которая никогда не осуществится. Это был последний мой танец. Я это чувствую. Во сне я опять видел Адама. Он говорил мне, ты очень красиво танцевал. Я спросил, где мама? Он ответил, она рядом с тобой всегда. Я проснулся и опять понял, что это только сон. Но он показался мне правдивым. Я чувствовал его приход, его разговоры. Через несколько пустых страниц. Сегодня Вадим попросил дать прочесть дневник. Но я сказал, чтобы после моей смерти делал с ним что хочет, но сейчас чтоб не читал. Иначе будет казаться, что он читает мою душу при мне. Я сегодня нарисовал чеченский флаг на стене рядом с кроватью. С утра настроение как всегда плохое. Вадим читает что-то, а я лежу на кровати. Делюсь с тобой. Каково мне знаешь лишь ты. С тобой я могу делиться всем. Человек меня не поймет. Дневник. Может, я дам тебе имя, ведь ты мой верный друг. Дата. Была драка в столовой. Участвовали все. И этот пес со своими шавками набросились на меня. Я увидел, что одни метели от Вадима. Я побежал, чтобы помочь ему, но со спины шавка этого пса схватила меня. Я здорово получил. Но меня не волновали эти шавки, которые били со всех сторон. Все мое внимание было на этом псе. Я тебе о нем и не рассказывал. Пса звали Андреем. Бывший шакал, который воевал в Чечне. Кроме ненависти ко мне его больше ничто не волновало. Гребаный нацист. Продолжу о драке. Я почувствовал сильную боль в животе. Меня пырнули ножом. Я не смог держаться на ногах и упал. Наконец, тюремная крыша проснулась и всех разняла. Меня сразу отвели к врачу. Не знаю, сколько времени я был без сознания. За это время я увидел все,
что было со мной с момента гибели Адама до дня столовой драки. Я не мог говорить, я не мог открыть глаза, но я слышал разговоры тех, кто был рядом. Мне они мешали, все резало изнутри. А видел я Адама, сидящего на корточках. Он смотрел на меня и улыбался, протянув мне руку. Я протягивал руку, но не мог коснуться его руки. Я просил его подойти, но он стоял, улыбаясь, с протянутой рукой. Вдруг он встал и, повернувшись ко мне спиной, ушел. Я стал кричать ему, чтобы он остановился. Я умолял его не оставлять меня. Я кричал как мог. Все. Я медленно открываю глаза, мне мешает свет, но обратно теряю сознание и просыпаюсь, слыша какие-то звуки капель, с болью. С трудом открыл глаза. Я был в лазарете. Ко мне подошла медсестра и поставила капельницу. Я не мог ничего сказать, так как была страшная боль в животе. Но эта боль поглощала боль в сердце. Говорят, я несколько дней то просыпался, то сразу засыпал, но я этого не помню. С трудом спросил, что с Вадимом. Мне сказали: спи. Она ушла, выключив свет. В комнате было и не светло, и не темно. Смотрел на капельницу. Медленно падала капля. С каждым падением капля падала и моя слеза. Я не хотел плакать, но плакало мое сердце. Я это чувствовал. Слеза просто текла сама по себе. Смотря на эти капли, я вспоминал обо всем. Я не понимал, что я такого натворил, за что я так наказан. Я морально был убит. Я так и заснул. Прошла неделя. Я возвращался к этой жизни, которая каждой минуты медленно убивала меня. Мама, меня беспокоит только одно. То, что ты все это видишь. Знаешь, я часто разговариваю с матерью. Я знаю, что она рядом. Я чувствую прикосновение ее рук. Иногда слышу ее всхлипы. Она плачет рядом со мной. Тогда я начинаю утешать ее. Мама, не плачь. Осталось совсем недолго, и мы встретимся. Тогда уже я буду плакать, целуя твои руки от счастья. Но, мама, я боюсь думать о судном дне. Я боюсь гнева Аллаха. Я все время прошу прощения. Дата, меня вернули обратно в камеру. Вадим был рад моему возвращению. К тому же его должны были отпустить через месяц. Мне оставалось еще 3 года, но ничего. Я и не хотел выходить. Как я посмотрю людям в глаза. Сегодня с утра меня вырывает кровью. То кровь из носа идет. Мне сказали не нервничать и не волноваться. Но я не могу. Я пытаюсь не думать о прошлом. Но я уже сломан. Я не могу. Я, думаю, болен чем-то. Но мне говорят, что все это из-за волнения. Через пустой листок. Вчера ночью ко мне приходил мой дедушка. Он разбудил меня. Мы с ним не разговаривали, а просто смотрели друг на друга. Но из-за боли в голове я схватил голову и упал на кровать. Через минуту его уже не было. Может, это был сон? Я боюсь спать в последнее время. Я вижу шайтанов, каких-то мертвецов, иногда Адама. Но маму я не вижу. Я резко проснулся. Было 3 часа ночи. Я взял нож и стал резать свою руку, пальцем трогая кровь. Начал писать имена. Не получалось. От злости я начал биться головой о стену, кричать, царапать стену. Проснулся. Вадим стал меня останавливать. Но я продолжал резать левую руку и смог написать имя Адама. Вадим позвал на помощь. Но я не мог остановиться. Они схватили меня, укололи чем-то, после чего я моментально отключился. Не знаю, что со мной произошло. На меня что-то нашло. Проснулся я с перебинтованной рукой. Мне прописали таблетки, сказали, что у меня был приступ. Скорее, бешенство. Я сегодня вышел во двор. Во дворе, сидя рядом с Вадимом и кабардинцем, я вдруг услышал, что кто-то меня зовет. Этот голос не был мне знаком, но он повторял: «Ислам». Я встал и пошел за голосом. Шатаясь от боли в животе и заживающей раны, я пошел по голосу. Голос казался нежным, но в то же время грубым. Вадим, спросив, куда я иду, пошел за мной. Я шел не зная куда, то в одну сторону, то в другую. Наши зоны отделяют друг от друга заборы, и я, поняв,
что звук доходит оттуда. Пошел рядом с заборами, смотря через решетки, пройдя почти весь круг. Я вдруг увидел на другой зоне человека. Этот человек был весь в крови. Я не мог разглядеть, кто он. Я смотрел на него, пытаясь разглядеть. Он казался так далеко. Хотя зона была недалекой. Он, стоя, смотрел на меня. Вдруг мне началось казаться, что и зона, и этот человек приближается ко мне, и я разглядел лицо. Это был Адам. Он был весь мокрый, весь в крови. Лицо его было печальное. Он смотрел на меня, и у меня начало сильно биться сердце. Я смотрел на него. Сзади меня стоял Вадим. Я спросил: «Ты видишь его?» Он ответил: «Кого?» Но я знаю, что это точно был Адам. Я стал показывать пальцем. «Вон мой друг Адам. Смотри, вон». Но Вадим сказал, что нам надо отойти отсюда. Я, видя друга, стал кричать ему, чтобы он подошел. Я попытался перелезть через забор, но сразу пришла эта шкура и, взяв прицел, начала говорить: «Иди на свою зону», но я не мог. Мой друг, мой брат стоял там. Он ждал меня. Я постарался перелезть, но меня схватили. Я все равно кричал, что там мой друг. Они говорили: «Нет, там никого». Я повернулся к ним и стал показывать пальцем, и вдруг остановился. Там никого не было. Он, наверное, ушел, побоявшись, что у меня будут проблемы из-за него. Увидев, что его нет, я стал пристально глядеть, но его действительно не было. Меня это разозлило, и я кинулся на тех, кто был сзади. Кричал: «Он ушел из-за вас! Он ушел из-за вас!» Но меня остановил Вадим. Он успокоил меня. «Пусть они говорят, что тебя не было. Но я знаю, брат, ты был». Дата: сегодня ко мне должен прийти брат вместе с племянником. Ему 3 годика, и я ни разу не видел его. Я не знаю, что подарить ему. Я даже боюсь показаться. Вдруг он меня испугается. У меня столько шрамов и синяков на лице. Я решил сосчитать свои шрамы и на лице, и на теле, и на голове. Знаю, тупое развлечение, но что еще делать в 4 стенах? Шрамов было 23 на спине, 5 на лице, 5 на голове, 3 на животе, 3 на руках, на ногах, 7. Некоторые шрамы большие, некоторые малые. Шрамы украшают мужчин. Хотя бы 1 плюс. Мне надо выйти к брату. Через страницу дата. Я сегодня проснулся под пение Вадима. Петь он не умеет, но у него было хорошее настроение, я решил не портить. Вчера я видел брата и племянника. Зовут его Схаб. Мой друг, скажу честно. Я прикрывал лицо, боясь его испугать. Я боялся показать руки. Он был таким красивым. Смотрел и улыбался. Тогда я впервые задумался: будь все иначе, может, у меня тоже был бы сын или дочь. Я любил бы их больше жизни. А ведь, когда жизнь была сладкой, я и не думал о серьезных отношениях. Говорил: мне 19, жизнь начинается. Я думал, что для меня наступит завтра, а сейчас я думаю, если даже выйду с тюрьмы, что меня ждет? Я болен, страшен. У меня нет никого. Брат, у него своя жизнь. Правда, есть отец и вера в Аллаха. Мой бедный отец. Когда он приходит, он даже не смотрит на меня. Когда созваниваемся, он молчит. Говорю я. Когда он приходит, думает, что я не вижу его слезы. Но я вижу. Я могу рассказать все матери. Но если бы отец знал, как я хочу обнять его и поделиться всем, что со мной происходит, поговорить с ним по душам, сказать, что он – единственный человек, который остался у меня. Я чувствую нас 2 разными берегами. Между нами целый океан. Я и раньше стеснялся обнять его и сказать, что люблю его. А сейчас еще больше стесняюсь. Он должен прийти через неделю. И я решил для себя, что выскажу все, что не говорил все это время. Я чувствую, мне осталось недолго. Дата: сегодня ночью я видел опять Адама. Он был весь мокрым. Я спросил: «Почему ты мокрый?» Он ответил: «Это все твои слезы. Я не могу лежать в могиле.
Она переполнена твоими слезами. Я спросил, почему ты в крови? Он ответил, это ты постоянно думаешь о том дне, когда меня клали в могилу. Ты представляешь и вспоминаешь меня таким, поэтому я в крови. Я проснулся внезапно, было 5 часов утра. Я сел и стал думать, боясь представить его в крови. Дата: сегодня был футбол. Играла наша зона против второй команды. Я участия не принимал, хотя я очень люблю футбол. Мы с Вадимом и кабардинцем были зрителями. Они начали играть, но я почему-то перевел взгляд на небо и уже не слышал и не видел всего, что творилось кругом. Я задумался. Как всегда, я будто падаю в мир своей головы. Я смотрел на небо и думал, до чего же красиво это небо. Я думал, наверное, сейчас в Чечне кто-то из моих знакомых тоже смотрит на небо и не знает, что я смотрю на него. Я отвлекся от того, что в меня кто-то швырнул мячом. Я будто проснулся и увидел, что пес кинул мяч. Он подошел ко мне и говорит, пускай эти играют. Давай сыграем с тобой. Если я выиграю, ты будешь моим рабом, пока не выйдешь. А если ты выиграешь, выбирай, что хочешь. Я сказал, что сыграем, но не сегодня. Они стали смеяться и говорить, хочешь подготовиться, чтобы стать нашей девочкой? Я ответил, сыграем послезавтра, посмотрим, кто будет девочкой. Ты, наверное, спросишь, почему я не сыграл сегодня или завтра? Потому что должен был прийти отец. Уже 2 месяца, как я его не видел, и я хочу завтра сказать ему все, что у меня в душе. Послезавтра решающий день для меня. Пес протянул мне руку, а я, сказав по рукам, не ответил на его протянутую руку. Он спросил, и салом не возьмешь? Я, показав средний палец, ушел. Дата: сегодня я с утра сижу и думаю, как поговорить с отцом. Он должен прийти сегодня вместе с братом. Но я стесняюсь его, и он не разговаривает со мной, лишь, склонив голову, иногда что-то скажет. Настал решающий момент. Меня позвали навстречу к отцу. У меня сильно билось сердце. Я волновался, как всегда. Пошла эта чертова кровь из носа, убрав кровь. Я пошел. Я вышел. Стояли брат и отец. Спросил, как дома. Обычные вопросы. В основном разговаривал брат. Мы с отцом сидели, опустив лица. Как же я ненавижу это стекло. Иногда мне хочется бить кулаками по нему. Я, поняв, что не смогу разговаривать перед братом, попросила его уйти. Он все понял и ушел. Я остался с отцом. Он ничего не говорил, и я тоже не мог подобрать слова. Через минут 5 молчания я хотел что-то сказать, но, вдруг, заговорил отец. Его голова была опущена, и он не смотрел на меня. Он сказал, я знаю, ты никогда не любил меня как свою мать. Я тебя и не виню, говорил на чеченском. Ты никогда не мог подойти и поговорить со мной из-за моего взрывного характера. Ты с детства боялся или стеснялся меня. Я всегда хотел предстать перед тобой в другом виде, в другом облике, но я думал, что если буду мягок с тобой, из тебя получится недостойный сын. Я слушал его, как младенец свою маму. Своим гневом я отделил тебя. Я мечтал, что ты будешь большим человеком. Мечтал, что ты оправдаешь все мои надежды. Я хотел видеть тебя состоятельным человеком. Эти слова тронули меня, ведь это означало, что он разочарован во мне. И он продолжил, но, знай, кем бы ты сейчас ни был, что бы ты ни сделал, ты для меня большой человек. Ты для меня достойный сын, и я всегда любил тебя. Аллах видит, как эти слова обрадовали меня. Я пытался не сломиться перед ним. Мои слова и не нужны были. Отец все сказал за нас обоих. Я сказал ему, прости меня за все. Я тебя не боялся. Я тебя уважал. Я поставил руку на стекло. Отец вдруг поднял глаза и поставил свою руку. Ты не поверишь, но я чувствовал тепло его руки. Я сказал, хоть и стеснялся тебя, я всегда хотел обнять тебя или сказать, что у меня на душе. Но я всю жизнь очень сильно любил тебя, отец. Ты говоришь, что я любил маму сильнее. Нет, я не мог разделить вас. Прости, что я не был близок к тебе. Прости, что мы вместе куда-то выезжали только на похороны. Прости,
что ты чаще просил помощи у старшего брата. Прости, что тебе сейчас приходится ехать в такую даль из-за меня. Прости, что я умру здесь. Прости за все. Я не мог заплакать перед отцом. Но на глазах отца были слезы. Он сказал: ты не умрешь. Ты выйдешь отсюда, и мы будем жить вместе, как раньше. Ты не умрешь, чтобы не расстраивать его и дальше. Я ответил: да, папа, я буду жить. Он сказал: для меня ты будешь жить. Я не останусь один. Ты не умрешь. Он плакал, а мое сердце сжималось. Ко мне подошли сказать, что время расставаться. Я не уверен, что еще увижу отца. Хотя, может, и увижу, на все воля Аллаха. Я сказал: не расстраивайся, ради меня. Он сказал: я приду, я еще приеду, а ты выйдешь ко мне счастливый, здоровый, обещай. Я просто кивнул и направился к двери. Я обернулся назад. Отец стоял и махал мне. В тот момент, если бы ты знал, как мне хотелось вырваться и обнять его и больше никогда не отпускать. Я зашел к себе в камеру ни живой, ни мертвый. Сел и заснул. Завтра предстоит тяжелый бой. Дата был мой последний бой. Уже проснувшись утром, я знал, что я сделаю. По правилу мы должны были сыграть в футбол. Кто победит, тому повезет. Но все обошлось иначе. Мы пошли в столовую на завтрак. Как вдруг меня отозвала шавка пса, сказав, что нужно договориться о футболе, чтоб я с ними встретился в одной камере. Я согласился. После завтрака я зашел к себе. Я знал, для чего меня зовут. Никаких договоров не будет. Взяв нож, который мне оставил Бадр, небольшой, но если ударить в висок, человеку конец. Я направился в их камеру. У дверей стояли двое, но мне было все равно, убьют они меня или нет. Главное, я убью его. Нож я держал в руках, спрятав в рукаве. Как только я зашел в камеру, они закрыли дверь. Там было 4 человека. Пес, его первая подлиза и те двое у двери. Начались беспонтовые разговоры, кто против кого пошел первый. Я их даже не слушал. Не знаю сам, как я набросился на пса, который сидел на кровати. В свою очередь, те набросились на меня. Первым же броском я ударил его в голову ножом. Сзади на меня сыпались удары, но я их не чувствовал. Били, как всегда, по голове. Мне уже кажется, что моя голова железная. Они не ожидали увидеть у меня нож. Начали тянуть меня назад. Но я руками и ногами вцепился в него. Далее следовал второй удар. Третий. Вся его голова была в крови. Но я не мог остановиться. И моя голова была в крови. Я получал удары, пока в камеру не прибежала крыша. Они взяли их, отталкивали меня. Но у меня в голове было все плохое, что он сделал мне. Кроме личных унижений мне хватало и оскорблений моей родины, моей веры. Нас разняли. Я был весь в крови. А он лежал на кровати мертвым. Я знал, что он мертв. Я чувствовал. Меня отвезли к начальнику. Они ничего не слушали, я ничего не объяснял. Я и так был в крови. Они еще сверху добавили. Меня отвели в одиночную камеру, его в травмпункт. Весь перебинтованный я сидел в камере и смотрел на стену. Я тут часто бываю, уже успел изучить каждую точку этой стены. На ней были пятна моей крови, а я смеялся. Не знаю, что со мной произошло, но вдруг сильно стала болеть голова. Я не мог стерпеть боли и начал кричать, лежа на полу и держась за голову. Что со мной? Я посмотрел на стену. Она приближалась ко мне. Ты, может, мне не поверишь, но она и вправду приближалась, и я начал чувствовать нехватку воздуха. Но я не хотел, чтобы мне помогли. Стена все доходила до меня. Воздуха не хватало, и сильная боль в голове. Все это перевернулось сквозь окно. Не проходил свет, на улице смеялись чьи-то дети. Я задумался, откуда тут дети. Я уже не мог стерпеть боль и начал кричать. Из носа сильно пошла кровь. Я приложил руку, чтобы остановить ее, но не помогало, держась одной рукой за голову и второй рукой за нос. Я начал биться об дверь. Мне мешала эта стена. Почему она не доходила? Я хотел, чтобы она дошла и задавила меня. Дверь открыли, и, увидев меня,
сразу потащили. Но я кричал им, что стена двигается, а эти гады сказали только, что я ненормальный. Мне сказали, что я ненормальный. Они не посмотрели, а сказали я ненормальный. Но стена двигалась. Я не вру, она двигалась. Может, это шайтан двигал. В пункте меня сразу укололи. Я, посмотрев в зеркало, увидел, что бинт на голове был весь в крови. Я сказал им, но они ответили, что только что перебинтовали. Мне показалось, но я говорю же, бинт в крови. Я понял, они не хотят мне помочь. И начал кричать перебинтовать меня. Но они сказали не нервничать, а то опять кровь из носа пойдет. Я не понимал, почему они не хотят мне помочь. Кровь ведь была. Я стал посылать их матом и кричать помочь мне. Они все же сняли бинт и показали мне. На ней не было крови. Они поменяли специально. Я же видел кровь. Перебинтовав меня, они побоялись отправить меня опять в одиночку. Отправили в мою камеру. Я сижу на кровати и пишу тебе все, что было. А эти гады говорят Вадиму что-то про меня. Это все бесит. Дата: послезавтра выйдет Вадим, я рад за него. Сегодня был самый счастливый день за последние 3,5 года. Я был так счастлив. Я сегодня целый день смеялся. Еще с утра солнце светило. Я видел такой красивый сон. Видел маму. Я открыл глаза. Лежал у нее на коленях. Кругом все бело и рядом сидит Адам. Они говорят: мы ждали тебя. Мама гладит мою голову. Адам улыбается. Я спрашиваю, где я? Но мне хочется лежать, молчать и смотреть на них. Они говорят: ты с нами. Мама гладит голову. Вдруг она закрывает мне глаза рукой. Я уже открываю глаза, а мне в лицо светит солнце. Так я проснулся. Это был самый красивый сон. Сегодня завтрак был, как никогда, хороший. И впервые у меня не болела голова, кровь из носа не шла, не вырывала. Завтрак был как всегда, но сегодня они так вкусно его приготовили. Я даже впервые попросил добавку. Вадим смотрел на меня и не кушал. Я спросил: почему ты не кушаешь? Он сказал: впервые вижу, что ты ешь с аппетитом. Я так рад, завтрак действительно вкусный. Почему они раньше так не делали? Я опять пошел просить добавку, но мне не дали, и Вадим отдал свой. Вышли во двор. Ах, какой хорошей была погода. Солнце светит. И не жарко, вообще не жарко, но все ходят потные, я не понимаю их. Погода такая хорошая. Я сегодня часа 3 играл в футбол. В первый раз я так счастлив был. Я вспоминал, как мы играли, шутил. Столько анекдотов рассказал, я так много их знал, почему я раньше не рассказывал. На ужин я начал танцевать лезгинку в столовой, но меня остановили эти гады, сказали, чтобы успокоился. Они не дали дотанцевать. Все были удивлены мне. Я теперь всегда буду таким, так хорошо смеяться. Через страницу. Я задумался и вдруг понял, что это последние дни в моей жизни. Слишком много вопросов. Почему меня не допрашивают по поводу убийства? Почему Вадим сюсюкается со мной? Почему меня уже не колят? Опять болит голова, убийственная боль. Опять воспоминания, опять волнение, опять кровь. В глазах туман. Пытаюсь не закричать. У меня начался шок. Я держу зубами одеяло. Не хочу кричать. Я уже ненавижу. Я хочу умереть. Я слышу голоса. Мне говорят: ты должен умереть. Я знаю. Я должен умереть. Потом что-то светлое в голове. Это тебе говорит шайтан. Не поддавайся. Не поддавайся. Держись. Пытаюсь успокоиться. Но опять голоса. Ты убийца. Ты убил его. Мой взгляд упал на ручку. Именно этой ручкой я пишу тебе. Я начал бить этой ручкой по ноге. Поднял, потом начал по животу. Но мне не было больно. И я не знаю, зачем я это сделал. В камеру забежал Вадим. Он меня успокоил. И я понял. Я вспомнил весь день. Я был так счастлив, и этот сон. Это был не просто сон. Я умираю. Я правда умираю. Я должен пойти и поспать. Я очень хочу спать. Может, я и не встану завтра, а завтра Вадим выходит. Дата: следующее утро. Я видел во сне Адама. Он сказал:
что я тоже увижу райских гурей. Я так хочу, чтобы это было правдой. Я сегодня не могу встать. Мне очень плохо, и Вадим рядом. Когда я закрываю глаза, не темно, а что-то блестит. Я улыбаюсь, мне это так нравится. Открываю глаза. На меня смотрит Вадим, а я не чувствую тела. Иногда я начинаю чувствовать боль. Но боль в душе, в сердце. Вадим говорит мне: у тебя слезы на глазах. А я говорю: нет, я их честно не чувствую. Я не плачу. Я знаю, что не плачу. Он и сейчас сидит рядом. А я пишу тебе: я знаю, это мой последний день. Я попросил Вадима, чтобы он не бросал этот дневник. В нем весь я, все мои чувства, мечты и надежды, вся моя душа. Вадим должен уходить, но ждет, наверное, пока я умру. А мне говорит, что еще не выпустили. Может, я и ненормальный, но кое-что понимаю. Он спрашивает: можно прочитать дневник? Я говорю: прочитаешь потом. Наверное, мне сейчас придется попрощаться с тобой. Друг мой, за эти 3 года и 5 месяцев ты стал моим зеркалом. Я никогда не мог подумать, что бумага и ручка будут меня успокаивать. Наверное, прочитав этот дневник, ты подумаешь, как же он сломался. Ты прав. Я оказался слаб духом. Я сломался в ту минуту, когда, нечаянно выстрелив, увидел, как мой друг, мой лучший друг, падает. Я был уже сломан в тот день, когда мне брат сказал: она умерла. Это меня добило. До ее смерти я хотя бы надеялся и мечтал. Последней каплей было то, как мой отец плакал за меня, повторяя: ты не умрешь. Я тот, который кричал больше всех. Я всех вас переживу, среди своих друзей, но умер самым первым. Если бы ты на минуту оказался в моей голове, ты взорвался бы. Там только Адам, мама и вся тюремная жизнь. О, Аллах, я знаю, это мое испытание, но прости, Всевышний Аллах, что я так быстро сломался. Я надеюсь на твою милость, на твое прощение. Кто прочтет мне Ясин? Я даже умереть не могу, как мусульманин. Я любил эту жизнь. Я любил эти утра, когда, просыпаясь, меня мама звала кушать. Я любил эти вечера, когда с друзьями смеялись просто так. Я любил эти моменты, когда отец ругал меня. Я любил эти ночи, когда просто так смотрел фильмы. Я любил этот аромат Чечни. Я любил праздновать Уразу. Это самые прекрасные дни в жизни. Я раньше не ценил, а сейчас понимаю, какими же драгоценными были эти дни. Это мой последний листок. Пожелай мне прощения. Этот дневник передал чеченскому журналисту его друг Вадим. Его напечатали как статью. Этот парень был родом из Ачхай-Мартана и поехал учиться в Новгород, но не доучился. Слова Вадима: я знал, что он умирает, и поэтому не вышел. Весь день я сидел рядом с ним. У него постоянно лились слезы из глаз, но он этого не признавал. В 2 часа ночи он умер. Я не спал. Он говорил, что видит своего друга, что он тянет руку ему. Он говорил, что боится взять его за руку, но он закрыл глаза и больше не открыл. На его лице была улыбка. Он был моим лучшим другом и самым близким человеком, которому я рассказывал все о своей жизни. Я любил его, как брата. Надеюсь, он увидит этих гурей, о которых он так говорил. Друзья, это был дневник 22-летнего чеченца, волею судьбы оказавшегося за решеткой и скончавшегося там же. От тебя только хочется добавить: да простит тебя Аллах, брат мой, и вознаградит раем. На этом все. Это был Чечен Синдром, и до новых встреч.